Это история о великом царе и муваххиде Зулькарнайне. Ученые разошлись во мнениях, был ли Зулькарнайн пророком или нет. Несмотря на то, что он был одарен богатством и могущественностью, он не был возгордившимся и поклонялся Аллаху искренне. Он обладал феноменальной физической силой, а также внушительной армией. Он любил завоевывать новые земли и распространять на них религию Аллаха. В священном Коране о нем говорится следующее. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Они спрашивают тебя о Зулькарнайне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем. Воистину, мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями. Аллах даровал ему облегчение в делах. Он не имел финансовых трудностей, он был царем и был наделен войском. Обычно у простого народа антипатия к царям и правителям, но Зулькарнайна знали и любили. А его враги, в свою очередь, боялись его и проигрывали войну из-за страха и убежденности в проигрыше, не успев вступить в нее. Рассказывается, что Зулькарнайн отправился в путешествие, пока не прибыл на место, где садится солнце. Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный источник. Что это за источник? Одни ученые говорили, что это Черное море, другие – Эгейское. Зулькарнайн обнаружил в тех краях народ, и у него был следующий выбор. «О, Зулькарнайн, либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». Что выбрал Зулькарнайн? يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления. Потом он отправился в путь дальше, пока не дошел до места, где восходит солнце. Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия. То есть не укрывало их от солнца, они не строили дома, в которых бы они могли укрыться. Это были дикие люди, которые даже не прикрывали себя одеждой. Некоторые толкователи Корана высказали предположение, что речь идет о жителях Индии. Затем он продолжил путь. Дойдя до 2 горных преград, он обнаружил там людей, которые почти не понимали речи или говорили на другом языке. Но, альхамдулилля, Аллах дал ему понимание, и они сказали: «О, Зулькарнайн, поистине Яджудж и Маджудж разоряют наши земли и вредят нам. Может быть, мы заплатим тебе, чтобы ты установил между нами и ними преграду». Кто такие Яджудж и Маджудж? Ибн Касир писал, что Яджудж и Маджудж – потомки Яфиса, отца тюрков, сына Нуха, мир ему. Яджудж и Маджудж притесняли и убивали людей, захватывали их в плен. Им нравилось распространять на земле бедствия и страдания, оставляя после себя разрушение и опустошение. Имам Ахмад передает, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, наложив повязку на палец после укуса скорпиона, сказал: «Вы говорите, что у вас нет врагов, но вы не перестанете сражаться со своими врагами, пока не придут Яджудж и Маджудж, у которых будут широкие лица, маленькие глаза, темные волосы, спускающиеся вниз с любой возвышенности, и их лица будут похожи на выкованные щиты». И так Зулькарнайн ответил тому народу: آتوني زبر الحديد
الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. То, что дал мне мой Господь, лучше этой вашей оплаты. Я не нуждаюсь в ней и установлю для вас преграду бесплатно. Помогите мне силой, я построю между вами и ними стену. Принесите мне куски железа. Заполнив ими проход между двумя горами, он сказал: раздувайте огонь. Когда железо стало красным, как огонь, он сказал: несите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него. Они, народы Яджудж и Маджудж, не могли забраться на стену и не могли пробить в ней дыру. Еще один достоверный хадис о племени Яджудж и Маджудж передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Яджудж и Маджудж колотят стену каждый день, так что уже почти видны на просвет солнечные лучи. Их предводитель говорит: прекращайте, завтра завершим. Но к их возвращению стена восстанавливается и становится еще крепче. И так продолжается до тех пор, пока в назначенный час, предопределенный Аллахом, они не вырвутся к людям. Это случится тогда, когда, пробивая стену, они почти увидят просвет, и их главарь скажет: прекращайте, завтра завершим, инша-Аллах. И они скажут: инша-Аллах. И когда на следующий день они вернутся, то обнаружат, что проход, который они пробивали, остался. Они продолжат долбить стену и выйдут к людям. Они выпьют всю воду на своем пути, а люди укроются от них в своих замках. Яджудж и Маджудж пустят в небо стрелы, и эти стрелы вернутся окровавленными. Они скажут: мы победили жителей земли и покорили жителей небес. И тогда Аллах пошлет червяков, которые проникнут в их затылки, и они умрут. Зулькарнайн сказал: это преграда, милость от моего Господа. Но когда исполнится обещание моего Господа, Он сравняет ее с землей. Обещание моего Господа – истина. Зулькарнайн говорит, что это милость от Аллаха. Тем самым показывает, каких бы заслуг ни достиг человек, он всегда должен понимать, что благодеяние, которое мы делаем, это милость Аллаха для нас. Аллах позволяет нам его совершить. Имя Зулькарнайн в переводе с арабского означает «обладающий двумя рогами». Некоторые люди считают, что Зулькарнайн и Александр Македонский – это один и тот же человек. Однако Зулькарнайн жил во времена пророка Ибрагима, мир ему, а Александр Македонский родился в 356 году до нашей эры. Кроме того, Зулькарнайн был мусульманином, а что касается Александра, то он был язычником. Естественно, невозможно, что это был один и тот же человек.